Хочу поблагодарить всех присутствующих за участие в пресс-конференции. Я Камма Валерьевна Ашуба, супруга Бигвава Владимира. Выступаю в качестве его официального представителя. Я хочу заявить, что в настоящее время идет попытка рейдерского захвата гостиниц «Абхазия» и «Ориенталь». До сегодняшнего дня для того, чтобы остановить рейдерский захват, мы использовали все законы и механизмы правоохранительной системы. Мы не выносили на суд общественности данную ситуацию, во-первых, потому что рассчитывали на справедливость и непредвзятость суда, в данном случае судей арбитражного суда. Во-вторых, потому что конфликт затрагивает близких людей, в том числе близких родственников. Однако после того, как арбитражный суд в лице судьи Гули, а сегодня в лице судьи Лого приняли несправедливое решение, у нас не остается другого выбора, как обратиться к СМИ и к общественности. Кроме того, такие объекты, как гостиница «Абхазия» и «Кварчал», это значимые, и «Ориенталь», да, еще по-другому, это значимые и знаковые объекты нашей страны и нашей столицы. И общество вправе знать о том, что происходит вокруг них. Я хочу сказать вам, что последние 2 года, с тех пор, как начался этот конфликт между владельцами гостиниц, а также между одним из владельцев и третьей стороной, наша семья буквально живет в аду. Ложь, клевета, оскорбление в наш адрес – это реальность, в которой мы живем последние 2 года. Для того, чтобы понять, как мы дошли до ситуации рейдерского захвата, я должна изложить суть конфликта, начавшегося в апреле 2024 года. Ну и, наверное, сейчас я тогда начну рассказывать, если какие-то вопросы, будут флешбеки, потому что невозможно рассказать о конфликте, не возвращаясь, не вспоминая, что было до этого. На момент начала конфликта по гостинице «Абхазия» учредителями «Континенталь Абхазия» были Тимирбулатов, Джонуа и Айба, Мегаальянс, Тимирбулатов, Джонуа, Айба, Бигвава, Пачали. Суть конфликта, вообще, мне кажется, надо сперва об этом сказать, и потом вокруг этого все происходит. Суть конфликта в нарушении преимущественного права, который прописан не только в уставе компании, общества, но и в законе Республики Абхазия. По этому преимущественному праву, если владельцы гостиницы хотят продать то есть свою долю, они в первую очередь должны обратиться к участникам общества с предложением о продаже. Если в течение месяца не будет никакой реакции, да, то есть все участники общества или один участник общества откажется от этого преимущественного права, они могут дальше продавать третьим лицам. Вот, в принципе, мы за это право и боремся, как гражданина, как участника общества, как абхаза и вообще как человека. Это по всем этическим, мне кажется, не только по закону, это право и, естественно, самое у нас главенство закона, но еще и этические права, которые мы отстаиваем свое право преимущественное. И поэтому я хочу начать с конфликта, который начался, в принципе, 25 апреля. Был звонок от Стеллы Айба, моему супругу Бигвава, где она сказала, что у нее появились какие-то абхазы, у которых есть инвестор, и мы хотим, Вова, подумаем. На что Бигвава отвечает: Стелла, ты прекрасно знаешь, и это я тоже вернусь, потому что это тоже очень важно. В марте месяце, поэтому я сейчас буду возвращаться, потому что нужны объяснения тому, что происходит. В середине марта закончился судебный процесс, который шла с семьей Гацереля, которые на территории гостиницы «Абхазия» начали незаконный самострой. Очень тоже тяжелый был процесс со всякими подводными течениями, но мы сейчас не об этом. 13 марта закончился мировым соглашением между сторонами. И 13 марта мой супруг пишет Джону Руслану: Руслан, из-за того, что был этот процесс с Гацереля, он до этого вел переговоры с Внешэкономбанком, чтобы взять кредит. Из-за того, что начался этот процесс, все приостановилось, все приостановилось. И 13 марта, когда стороны Гацереля и сторона гостиницы «Абхазия», общество «Континенталь» заключили соглашение, мой супруг, это все есть, пришла наш адвокат, который все это задокументировано. Что еще хочу сказать? Все эти переписки, все, о чем я сейчас буду говорить, это все задокументировано нотариусом в Москве, это через Министерство связи, это
целая была большая процедура. Больше 100 листов одной переписки, 100 листов другой переписки. Все это нотариально заверено, приложено, привезено в Абхазию, притом приложено во всех судах. И вот в этой переписке Руслан Джону, Вова ему говорит: Русик, но я продолжаю свои переговоры с Внешэкономбанком, из-за этого суда с Гацереля мы не смогли, ну как бы, естественно, никакой Внешэкономбанк и никакой банк не даст кредит. Я продолжаю как бы свои переговоры, возобновляю свои переговоры, где Руслан написал «удачи». Есть вторая переписка, которую сейчас приложили к суду, где Бигвава общается со своим коллективом. Он говорит: там, к вам будут звонить представители Внешэкономбанка, там, представители Хилтона, которые делают проект и так далее, и так далее. То есть идет рабочий процесс взятия кредита во Внешэкономбанке. Это знают, как я уже сказала, это знают его соучредители, участники общества. 25-го, значит, звонит Стелла, на что Вова говорит: Стелла, ты же прекрасно знаешь, чем я занимаюсь, как вы меня сейчас можете, я ничего не продаю, вы знаете, что я занимаюсь кредитом во Внешэкономбанке. Ну, очень эмоциональный разговор был, это вечером, я присутствовала при этом разговоре. На следующий день она попыталась с Вовой связаться, он как-то занят был, наверное, не ответил, и через там пару дней звонит Руслан и говорит: Вова, давай все-таки послушаем ее предложение. Он сказал: хорошо, давайте встретимся. Вы знаете, я настолько хорошо, я даже поминутно помню, когда это было в субботу, накануне Страстной недели в 6 часов. Они, значит, встречаются с Русланом, Айба не приезжает, и где, ну, Руслан говорит вот так и так, что есть какие-то абхазы, при том, что ни в разговоре ни со Стеллой Айба, ни с Джону как бы не упоминается абхаз. Когда Вова говорит: а кто, говорит, эти ребята абхазы, что Стелла, что Руслан, сказали: зачем тебе это нужно, ты их не знаешь. Но есть такой бизнесмен Итумян, вот почитай про него. И как бы, ну, Вова ему тоже сказал: ну, Русик, вы же понимаете, с чем мы связаны, чем я занимаюсь. Ну, как-то они так разошлись. Ну, Москва, она такая, знаете, маленькая, все друг друга знают. Вот этот Итумян, он дружит с нашим товарищем очень близким. И Вова ему набирает и говорит: слушай, вот так и так, говорят, Рафик Итумян, у него какой-то интерес в гостинице Абхазия. Он говорит: слушай, подожди, сейчас я ему перезвоню. Он ему перезванивает, он говорит: ты интересуешься гостиницей Абхазия? Он говорит: да, я интересуюсь гостиницей Абхазия. А он говорит: зачем тебе какие-то третьи лица? У меня мой близкий друг, он помимо того, что там генеральный директор, участник и так далее, он тебе все расскажет, все документы покажет, то есть все. И на что Итумян говорит: зачем мне кто-то? Я веду переговоры с Саидом Агарбом. Перезванивает товарищ, все это Вова говорит. Вова говорит: я не понимаю, кто такой Саид Агарб, он вообще его не знает. И притом он подумал сперва даже на другого человека, но как бы я знаю Саида Агарба, я говорю: Вова, ну Саид Агарба очень близко общается с Важей Чачба. Они и компаньоны, и друзья. И Вова перезванивает Важе Чачба и говорит: слушай, Важа, вот так и так, ты же Саида знаешь? Да. Они ведут переговоры, почему он обратился, немножко, конечно, все это эмоционально, я это не скрываю, потому что человек как бы влезает в бизнес, и он говорит, почему Саид Агарбов, и все это Важа говорит. На что Важа отвечает тут же, то есть это не переспрашивая Саида, тоже тут же в разговоре: а что, говорит, ты не знаешь, говорит, Руслан и Стелла несколько раз с Саидом встречались и вели переговоры по покупке гостиницы Абхазия, гостиницы Ориенталь. Он говорит: нет, говорит, я первый раз слышал, только что Руслан был, ничего мне не сказал и ушел. Кладет трубку, перезванивает Руслан. Он говорит: Русик, говорит, а вы встречались с Саидом Агарба? Ну, Руслан сразу это не понравилось, потому что, как бы началось. Он говорит: вы встречались? Да, говорит, какая тебе разница? Мы же тебе сейчас сказали. Он говорит: какая разница? Вы за моей спиной встречаетесь, и ставите меня перед фактом. И Руслан уже тоже не очень понравился. Вова кладет трубку опять. То есть я понимаю, что сейчас вот это вот немножко много информации по этим, но мне кажется, это очень важно, как начинался этот конфликт. Вова, значит, звонит Важе и говорит: слушай, я напрасно на Саида Агарба злился, говорит, это все-таки мои партнеры виноваты, которые вели переговоры за спиной у меня с Саидом Агарба. Ну, и я тут опять-таки мешалась я говорю: Вова, твои племянники Мурат и Садрик близко дружат с Саидом, ну пускай они ему наберут, может, какую-то новую информацию узнают. Он набирает и тоже как бы им говорит: вот вы знаете, в общем, всю эту ситуацию как бы рассказывает. Мне перезванивает Мурат Бигвава, это племянник
Владимира и говорит, я разговаривал с Саидом, да, они ведут переговоры, при этом. И вот тут начинается ложь, на которой я тоже хочу сакцентировать внимание. Они говорят о том, что это Саид рассказывает Мурату, а потом мне рассказывает, что, оказывается, Вове Бигваве подарили эту долю, что Вова Бигвава, из-за того, что это был подарок щедрый, то они его как бы прожмут, ну, я не знаю, какими словами, это, ну, смысл такой, как бы права голоса у Вовы Бигвава нет, говорит, вот, и Мурат мне рассказывает. Я, конечно, вы знаете, я еще хочу раз подчеркнуть, я никогда не влезла в бизнес своего мужа, он бизнесмен, ну, как бы давно, и как бы мне это не надо было, я домохозяйка, я просто здесь сижу как жена и сестра. С одной стороны у меня брат, с другой стороны у меня муж. Я еще раз хочу сказать, если я сомневалась бы, если бы во мне 0,01% был сомнение в правоте моего супруга, меня здесь не было бы никогда. Вот, и я, понимая, что начинается какая-то неправильная конфликтная ситуация, я звоню Руслану, я говорю, Русик, что у вас происходит? На что он мне говорит, а что происходит? Я говорю, какая-то неправильная, я тебя прошу, я в ваш бизнес не влезаю, но просто не надо какую-то неправдивую информацию говорить о Вове, потому что до него и дойдет, и при том, что это я не дома говорю, я не хотела, чтобы мой супруг слышал, я находилась у дочери в доме. И я говорю, а что, говорит, мы сказали? Я говорю, так и так рассказывает, что, оказывается, вы Вове подарили. И вдруг мне Руси говорит, а что говорит? Он говорит, мы такого не сказали. Я говорю, Русик, если вы такое не сказали, позвони Саиду и скажи тогда, чтобы он не рассказывал какие-то неправильные вещи. И тут же он мне говорит, а что, Смитской разве не наш был? Забыл, я понимаю, что... Да, и сейчас я вернусь к Смитскому. И он говорит, что Смитской был не наш. И я в это время говорю, Руслан, Смитской был не ваш. Смитской был Вовы Бигвава, там все было оформлено на моего отца, Ашуба Валерия Иродионовича. Папа владел 100% долей, генеральным директором был, а владельцем, бенефициаром, как сейчас это модно говорить, был Бигвава. И, конечно, тут произошел такой, не очень приятный разговор у меня с ним, потому что, то, чем они хотели влиять на Вову, этот аргумент у них просто развалился на глазах, потому что, есть правда, есть документы, есть свидетельства. И я хочу тогда, если мы вернулись к Смитскому, сказать, как это начиналось, как это общество вообще состоялось. Уже я сказала, что Бигвава владел Смитским в 2007 году. Стелла Айба передает в присутствии меня, Руслана Джонуа, еще есть уважаемый человек в Абхазии Андрей Задикян, в присутствии них передает предложение Тимир Булатова о том, чтобы Вова вместе с гостиницей Смитской зашел в санаторием Смитским, зашел в их большую компанию. Он будет финансировать это все, идет перераспределение долей, потому что там было, помимо гостиницы Абхазия Ренталь, получается уже гостиница санаторий Смитской, потом еще гостиница Абхазия в Гагарах, и еще мифические земли, которые должна была привести в эту компанию Стелла Айба, но это вот на бумажке только было написано. В принципе, и вот в 2007 году, что очень важно, на соглашение есть же у нас, правда, если что, мы можем предъявить. Они подписывают соглашение, по которому 3 стороны существуют в этом обществе. Первая сторона – это Тимир Булатов. Вторая, вот так они подсказывают мне. Вторая сторона была Бигвава. И третья сторона – Джонуа и Айба. Первая сторона, там прям написано – должна была производить полное финансирование проекта, полное финансирование. Она должна была создавать, первая сторона, бизнес-планы. И она же должна, на тот момент гостиница Абхазия была в аренде, она должна была привести из аренды в собственность. То есть это все были обязательства второй стороны. Первой стороны Тимир Булатова. Подчеркиваю, здесь самое главное, что, мне кажется, надо донести мне до общественности, что полное финансирование должно было быть у Тимир Булатова.
Бигвава, он как генеральный директор, Смитской, он со Смитским вошел, и он тоже из аренды, тоже в аренде был, тоже должен был перевести из аренды в собственность. А третья сторона, вот я как там какое-то неимоверное количество гектаров в Пицунде, ну какие-то мифические, вот третья сторона, она должна была как-то вот с этим, ну это все... Вот. И тогда я сейчас опять вернусь в 2024, потом буду возвращаться. Или мне рассказать ли? Хорошо, тогда я как бы историю расскажу, а потом уже опять к этому конфликту вернусь. В 2008 году гостиницу «Абхазия» перевели из аренды в собственность. Я думаю, что здесь все прекрасно помнят, и ну, есть молодые совсем, какая была отрицательная общественная реакция. Ну вот правда же, просто говорила много об этом, говорила, что за этими людьми стоят грузины там, и так далее, и так далее. Тогда на тот момент премьер-министр Аманква был, он позвонил, сказал, приезжайте, дайте все пресс-конференцию, но приехал только Бигвава, и это было потом всегда. То есть Бигвава всегда за всех давал пресс-конференции, говорил с президентами и так далее, и так далее. Бигвава приехал, дал конференцию, достаточно жесткие были, правда? Вы были, да? Ну вот, хорошо, что есть свидетели. Вот, да. И достаточно жесткие были пресс-конференции, и это был 2008 год. При этом как бы появилось понимание у Бигвава, что какая-то идет заминка с финансированием, потому что иногда не присылались вовремя зарплаты, что еще хочу сказать. То есть это все зашло с большой помпой, что есть там такая финансовая подушка, которая все это построит. То есть это было, во-первых, первым условием у Бигвава, когда он входил в это общество. Снялись громадные офисы у Зарко, вот здесь напротив банка. И в 2008 году как-то это все начало сползать на нет. И ничего не строилось, естественно, ничего не строилось. Ну и тогда на тот момент президентом был Сергей Васильевич Багапыч, он передает обществу в лице генерального директора: или начинаете строить, или все изымем. Передали, но ничего не меняется. И в 2009 году было коллегиальное решение всех собственников из-за того, что они не начали строить ничего, вернуть государству Смитской. Это тоже, мне кажется, очень важно. При том, что у Бигвава много, там, вы понимаете, когда идет оформление экономическое, там, приватизация, там очень много трат. Я могу сказать, когда вот он взял Смитской, просто сейчас это такое лирическое отклонение, была выстроена охрана, была переинвентаризация всей парковой зоны, то есть каждое дерево было пересчитано. Была вот эта марсельская черепица, которая была на Смитском, мы нашли мануфактуру, она существует, которая делала эту черепицу. Мы поехали, мы как раз во Францию заехали в Марсель, мы были на этой мануфактуре, мы сделали, видите, я как говорю, это мой супруг, а я так приставочка к нему. Он сделал как бы предварительный заказ, что вот когда мы начнем строить, то есть была проведена большая работа. И в общем Смитской возвращается к государству. В 2010 году дела стали еще хуже, то есть уже месяцами начали зарплату не присылать Тимир Булатов, из двух больших офисов переходят все в маленький офис, и в 2010 году Бигвава, видя ситуацию, предлагает: ребята, давайте отремонтируем одну комнату в гостинице «Ориенталь» и переведем наш коллектив туда, мы, по крайней мере, не будем платить за аренду в этом офисном центре. И вот с того момента, как отремонтировали этот офис, с того момента Тимир Булатов, у которого было обязательство полного финансирования, не переслал ни копейки. Полное финансирование этого проекта перешла на плечи Бигвава. Вот эти 70%, которые имеет Тимир Булатов, он, знаете, он не как инвестор выступает, он как ростовщик выступает.
Деньги, которые он вложил и за которые он получил 70%, это деньги еще облагаются процентами. То есть он вложил деньги, и, идут проценты. Вот наш главный бухгалтер Ляна Эриковна в виде займов. Да. То есть он вложил эти деньги, они у него не мертвым грузом лежали. Эти деньги все время накапливали проценты. То есть если он вложил 2 рубля, эти 2 рубля за много-много лет превращались уже не в 2 рубля, там не знаю сколько, по процентам намного больше. Но более того, когда эти проценты добавлялись, еще то есть сумма растет, и проценты опять на эту сумму. То есть не от первоисточника проценты шли, а сумма увеличивалась, и проценты на эту увеличенную сумму, они как бы прибавлялись. Нет, мой супруг не был согласен с этим. Он сказал Руслану и Стелле, он сказал: ребята, мы в кабалу вступаем. Да, он, как бизнесмен, потому что Джону из Айба, не совсем, наверное, бизнесмен. На что они ему сказали: надо понимать, 2007 год, и сейчас я не совсем, и, наверное, и Джону Айба тоже понимаю, пускай он войдет, а там мы потом как-нибудь решим. Вот хорошо, что вы этот вопрос задали, потому что, может быть, я и не вспомнила. В 2010 году Биг-Вава пишет заявление, не знаю, как это, заявление или какое-то там, это тоже есть, письмо компаниям, своим соучредителям, что надо эту практику прекращать. В 2010 году было официальное письмо, опять-таки, если надо, покажем. И второе же письмо было в 2017 году. Чтобы надо избавляться от этих процентов, человек не платит, а оно просто, понимаете, в банке положил деньги, и, конечно, ему неинтересно было строить. Еще, знаете, что хотела сказать? Вот когда, Тимир Булатов вошел во всю эту историю, он встречался с Сергеем Васильевичем Багапш и говорит о том, что вот, мы вам еще и Совмин построим. То есть Совмин это был подарком нашей стране, но мы знаем, что с Совмином у нас происходит. Вот, и значит, с того момента прекращается финансирование полное, и начинается такая кропотливая ежедневная работа. Вова понимает, что он не сможет, во-первых, 10% раз, о которых все время сейчас все говорят. И во-вторых, он понимает, что надо как-то организовать такую работу, потому что девочки, мы все понимаем, надо платить зарплаты, надо платить аренды, надо платить налоги, надо платить уборку по помещению, надо коммунику. То есть очень много, на таком громадном участке земли очень много работы, которую надо оплачивать. И тогда Биг-Вава решает оживить. Во-первых, первое, почему, это причина, чтобы вышли на самоокупаемость. Самоокупаемость именно в этом плане, не зарабатывание денег. Потому что зарабатывание денег в этой ситуации не могло. Потому что такой договор с Тимир Булатовым был связан, даже если была бы прибыль, это все шло бы Тимир Булатову гасить его проценты и его деньги, которые он вложил. И Биг-Вава принимает решение, опять-таки, естественно, посоветовавшись, но в принципе это его бизнес-план, который дал, опять хочу указать на то, что это должен был делать Тимир Булатов. Он, решает оживить Авенталь и прилежащую эту территорию. И второе, потому что все это время, вот вы вспомнили про эту пресс-конференцию, задавались, и я считаю, абсолютно правомерные вопросы владельцам этих гостиниц, когда это построится. Потому что я сама помню, как гостиница «Абхазия» горела, и сама стояла и плакала. Для нас это сердце нашего города и сердце нашей страны. И для нас, как сухумчан, это было, поверьте мне, для него это не и зарабатывание, конечно, тоже, мы сейчас не все, понятно, всех понимаем, что бизнес, но это был в большей степени еще социальный проект и ответственность Биг-Вава перед своим городом и перед своим народом в первую очередь. И для того, чтобы оживить этот маленький клочок земли, он принимает решение начать его ремонтировать. Вот здесь у вас в пресс-релизах, это в тот момент, когда Биг-Вава пришел, и на тот момент, когда в офис пришли другие люди, и потом уже другой. Вот это это май 25 года. Май 25 года, здесь не очень хорошая фотография, но если что, мы тоже можем вам представить.
Начинается ремонт этого Ориенталя, начинается поиск арендаторов. Первый арендатор, я очень хорошо помню, это Ирма Аршба, у нее есть ювелирный магазин, вы, наверное, прекрасно знаете, он выходит прямо на набережную. Потом, когда это место ожило, очень много людей приходило, это такое, самое такое хорошее место, очень много людей обращалось к Биг-Вава, дай нам, мы можем там кафе сделать, но он сказал, ребята, я такое не могу с этим человеком сделать. Она пришла первая, когда было вот такое состояние, и я не могу с ней так поступить. Она рискнула, и она по сей день там находится. Были постоянные, знаете как, арендаторы приходили, уходили, месяцами не платили. Вот я еще раз, Ильяка, покажись, чтобы тебя увидели. Вот наш главный бухгалтер, она прекрасно, если есть какие-то вопросы финансирования и всего остального, она вам ответит. То есть месяцами надо было платить. А того, что арендаторы, знаете, как зимой не платили, а потом говорили, мы летом, вот будет сезон, мы оплатим. А эти деньги надо было оплачивать. Они должны были, у всех семьи, маленькие дети должны были жить, зарплаты должны были платиться, налоги должны были платиться. Очень много, вы понимаете. И, в общем, восстанавливается Ориенталь силами Биг-Вава. Личными средствами Биг-Вава. Мы все прекрасно помним Анзора Агумава. Это одна из легендарных личностей в Сухуме, историков, да, у которого было самое большое количество фотографий по Сухуму. Биг-Вава обращается к нему и говорит, предоставьте, пожалуйста, мне фотографии, чтобы я хотела Ориенталь восстановить так, как было до революции. Он по этим фотографиям заказывает, вот эти флюгеры, которые все по Ориенталю, это медные флюгеры, заказаны в России, привезенные, установлены Биг-Вава. Это не просто, понимаете, я что этим хочу сказать, это не просто вот так вот, знаете, вот сделали, да, лишь бы что-то, и что вот это как бы деньги приносило, и все. Даже сама окупаемость не просто так. Это хотелось в первую очередь, чтобы было красиво. Те же часы. Я видела эту переписку, он тоже заказывал их в России, где он переписывается с мастерами, там они говорят, давайте 1,10 м сделаем стрелку, он там мне 1,20 м, потому что это будет более красиво, более правильно. На тот момент, когда, кстати, часы устанавливались, был мэром Эшба, он ему предложил, говорит, давай напишем твое имя, мол, что ты подарил городу. Он отказался, сказал, мне это не надо, ребят, сейчас у нас, правда, принято, стену покрасят, стоят, и как-то это не очень нам нравится тоже, но это другая история. Я не знаю, брусчатка вокруг гостиницы «Абхазия», коммуникации, я не знаю, что? Пальмы, подсказывают мои родственники, пальмы, я не знаю, крыши, все, водопровод, вы понимаете, канализации, я все здесь перечислять не буду. Вы можете себе представить, за 17 лет сколько вот таких хозяйственных моментов было. Еще что хочу сказать, что каждый год, как с 2007 года он приступил и стал генеральным директором, не было ни одного года пропуска, чтобы гостиница «Абхазия» не была украшена к Новому году. Каждый год это было разное украшение, при том, что первое место они все время занимали, и потом тоже, кстати, это еще при Эшба был, он сказал, нет, мы сейчас перестанем этот конкурс вводить, потому что вы это выигрываете. При этом Биг-Вава получал зарплату, так надо было, что он получал зарплату, опять-таки здесь подтвердят, но эту зарплату он никогда не брал, оставлял, потому что там мизерные зарплаты на самом деле были, и оставлял свои или на какие-то хозяйственные нужды. Дальше, в общем-то, в принципе, о 17 годах это понятно. И вот мы приходим, к 25 году, да. И вот когда, я остановилась на моменте, когда я разговаривала с Русланом, Что еще хотела сказать, после разговора с Русланом Вова опять разговаривал с Важей, при том, что Важа говорит Чачба. Вова рассказывает, что у него идут переговоры, и Важа Чачба говорит в разговоре, зачем тебе кто-то нужен, мол, ты прекрасно, все. То есть люди знали, что идет переговоры, что идет уже конфликтная ситуация. Я переживаю вообще не о том, что появились какие-то третьи лица покупателей. Я переживаю, что я все это время, началась страстная неделя, я переживаю, что я со своим братом поругалась. Мне вообще в голову не могло прийти после всего этого, что эти третьи лица войдут и начнут дальше действовать. В конце мая, прошел месяц, в конце мая,
Это было где-то в 25-х числах. Бигвава разговаривает с Тимир Булатовым, где Тимир Булатов говорит, что да, появились какие-то покупатели, но, Володя, ты у нас в приоритете, я тебя жду. И Вова ему говорит, да, я все, как бы, это тоже все из переписки. Все абсолютно, это все из переписки. Еще что хочу заметить по поводу, это 24-й год, кстати, это не 25-й, это 24-й год. Вот до 25 апреля 24 года, до момента, пока появились покупатели, и опять-таки все это зафиксировано нотариально. Все участники общества писали, Володя, какой ты молодец, только благодаря тебе это общество какое-то, то есть только хвалебные речи были. Как появляются третьи лица, у нас начинается конфликт. Ну, мне кажется, тоже понятно почему. И вот Тимир Булатов, значит, говорит о том, что так, и я тебя жду. Ну, и Бог с ним договаривается, хорошо, я продолжаю свои переговоры и, там, с Внешэкономбанком, при том, что я хотела сказать сейчас, я, может быть, не совсем точную формулировку сделаю, но я попытаюсь донести смысл. Бигвава параллельно ведет со страховой компанией, которая отвечает, по-моему, за кредиты, которые Россия делает в ближнем зарубежье, и эта страховая компания, которая застраховала вложения в аэропорт и в гостиницу Абхазия. Это единственные были, то есть это договоренность именно потока по двум объектам. То есть я опять хочу сказать, что идет работа полным ходом. И вдруг 16-го, то есть мы вообще не думаем, что есть эти третьи лица, да, и вдруг 16 июня перезвонит опять Тимир Булатов Бигвава и говорит, Володя, знаешь, вот ко мне пришли Саид Агарба и Важа Чачба и принесли предоплату. Вова ему говорит, как, Тимир Ахатович, мы же с вами договорились, что вы меня ждете. Ну вот он говорит, ну вот видишь, пришли, и он ему говорит, хорошо, говорит, они пришли, говорит, я, если в течение недели принесу вам деньги, вы отыграете назад? Тимир Булатов говорит, да. Я тебе обещаю, что мы все отыграем назад. 18 июня, опять-таки, все есть задокументировано. Ни слова, ни правды, что называется. 18 июня пишет ему Тимир Булатов. Это есть смс. Ну, я практически могу ее наизусть, что пришли очень серьезные люди, и очень серьезные люди за ними стоят. Володя, извини, я очень к тебе хорошо отношусь, но бизнес есть бизнес. И я заключаю с ним сделку. И вот с этого момента, наверное, такой уже открытый конфликт пошел между Бигвава и своими участниками. Эти люди, которые пришли, это были Агарба и Чачба. При том, что потом Чачба начал искать встречи с Бигвава, но как бы потом, не до этого. Я хочу отметить, я понимаю, это, знаете как, это очень такой еще большой личностный конфликт. Все, что я говорю, мне очень трудно говорить. С семьей Чачба мы дружим больше 30 лет. Наши дети вместе выросли. И это вдвойне больнее, поверьте мне, когда с тобой вот как-то неправильно, мягко поговоря, поступают твои друзья. И вот после того, как Важа пришел с Саидом к Тимир Булатову, Важа начал искать встречи с Вовой, но на тот момент Вова настолько кипел, и для того, чтобы этот как бы совсем все не высказать и там, знаете, не усугубить ситуацию, он, значит, не выходит с ним на связь, и в этот момент я нахожусь здесь, в Абхазии, я пошла к Саиду Агарба, вот здесь же в Гудоу Плаза, я не помню на каком этаже. Я пошла к Саиду Агарба и начинаю ему рассказывать. Саид, вот такая ситуация, что Вова ведет переговоры, что это не просто так, это достаточно серьезные люди, там, это у него есть какие-то обязательства. Не могу ничего сказать. Саид со мной разговаривал очень деликатно, очень уважительно. Он сказал, ну при чем тут я, это все партнеры. Ну, понятно, что он мог еще сказать. Потом, через какое-то время в присутствии, мы купили, он говорит, я говорю, как вы можете купить? Ну, в общем, как бы такой диалог с ним у нас состоялся. Потом, значит, практически такой же диалог состоялся с Чачба, он пришел, я как бы в присутствии свидетеля, он тоже подошел и сказал, что вот он тоже вошел в бизнес, он тоже купил. Ну, где я ему сказала, Важа, вы неправильно поступили, так не делают. И помимо того, что незаконно, это само собой незаконно. Я об этом уже сказала. Про преимущественное право я могу говорить и не говорить, потому что это все проговаривается всегда в законе.
Я хочу сказать о еще этической стороне. Я сказала, Важа, вы не правы. Я сказала, если бы мы с вами так поступили, если бы у нас был интерес вашей компании, мы пришли бы к вам сперва, спросили, вот мы хотим там купить доли ваших партнеров, там у Важи, по-моему, Амобайл есть. Мы в первую очередь Важи подошли бы. Мы не пришли бы за спиной и сказала, договорились бы с вашими партнерами, а потом вам поставили перед фактом. Я сказала, так не делают, это неправильно, сказала Важа. Потом, значит, начинается, идет такой, вот что я хотела сказать, здесь, мне кажется, это очень важно, в этот момент начинается беспрецедентная, я еще раз хочу подчеркнуть, беспрецедентная ложь, клевета, подтасовка фактов, передергивание фактов, все касающегося моего супруга. Я, честно говоря, в своей жизни с такой абсолютной ложью никогда не встречалась. Если вам интересно, я приведу примеры этой лжи. Интересно? Да? Хорошо. Первая ложь я вам сказала, подарили Биг-Вава, ну я вроде мешалась, как бы мы эту, хотя это как бы проговаривалось. Вторая ложь, это было по аренде гостиницы вот, «Ориенталь», что вот цифрами я не буду апеллировать, потому что здесь есть бухгалтер, все вопросы могут к ней сказать. Я просто, в общем, да, вот они что начали говорить. Я это тоже понимала. Я потом Руслану позвонила, я говорю, Русик, я же понимаю, что они делают. Они хотят Вову прогнуть, чтобы он сказал, все, не хочу, ухожу, у вас как бы вы столько неправды, лжи. И это, я тоже понимаю, что это идет просто как бы давление со всех сторон. По аренде, вот просто так цифру сейчас простую говорю. Вот, допустим, официальная аренда, которую они собирали, 100 рублей. Та сторона начала говорить о том, что нет, они не 100 рублей зарабатывали, а 200 рублей зарабатывали. И вот эти 100 рублей, которые дополнительно зарабатывали, Биг-Вава клал себе в карман. Якобы, понятно. Ну и потом много всего, что он дал своему племяннику, он построил мойку. Мойку построил вот этот Мурат Биг-Вава, у него компаньон Свейба, который мальчик продал свою квартиру. Мурат Биг-Вава взял кредит, до сих пор он это выплачивает. То есть вранье вы не понимаете какое. При этом, в принципе, это абсолютно элементарно проверить. Надо подойти к арендаторам, спросить, сколько они платят, соединить эти суммы, и получится 100 рублей, а не 200. Но это же не нужно, им правда не нужна. Им надо оболгать, сказать, что вот Биг-Вава в этом деле тоже себя непорядочно вел. Более того, когда в офис пришла новая команда, когда вот Ляна Ириковна здесь стоит, она не даст мне соврать, когда их бухгалтер принимал дела, он и говорит, это все хорошо, это ваша белая как бы бухгалтерия, а где черная, он и говорит. Она говорит, слушайте, у нас нет черной бухгалтерии. Вот, Ляка, я что-нибудь не так говорю? У нас, говорит, черной бухгалтерии нет. Более того, у нас ни один арендатор наличными никогда не платил. У нас все оплаты идут через банк, безналом. Но надо же было оболгать, вот у них это получилось. Да, конечно. Когда вы говорите им, это вы Третий старых совладельцев? Всех вместе. Я считаю, что это уже такая объединенная группа людей, которые хотят выжить Биг-Вава. Выжить Биг-Вава они не могут, потому что, опять-таки, есть преимущественное право. Это преимущественное право они не могут обойти, и поэтому предъявляется, вот он там себя неправильно повел, там себя неправильно повел, тут он себя неправильно повел. И вот в таком духе все это продолжается постоянно.